В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Пожар произошел в поселке Айхал Мирнинского района. Есть погибшие и пострадавшие. Сегодня Якутия отмечает Национальный день здоровья. Институт Якутнепроалмаз города Мирный отмечает 60-летие. Огнеборцы ликвидировали крупный пожар в Мирнинском районе. По информации МЧС, есть погибшие и пострадавшие. В ходе тушения пожара огнеборцами были обнаружены фрагменты тела погибшего человека. Также с места пожара в приемный покой городской больницы были доставлены 2 человека, получивших травмы. Отмечается, что на момент прибытия первого пожарного подразделения горел 2-й этаж и кровля здания на площади 180 квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг пожара номер 2. В результате пожара здание горело полностью на общей площади 360 квадратных метров. В целях установления причины и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета. Разработчик спутника ВИ подтвердил его эффективность против новых штаммов коронавируса, в том числе британского и южноафриканского штаммов. Согласно выводам российских исследователей, векторные вакцины подходят для ревакцинации лучше препаратов, созданных на других платформах. Тот факт, что вакцина вводится повторно, не снижает ее эффективность. Это связано с тем, что антитела, позволяющие организму распознать аденовирус, выступающий в вакцине носителем части генетического кода коронавируса, исчезают начиная с 56-го дня после вакцинации. Сохранение этих антител в течение более долгого времени потенциально могло бы приводить к снижению эффективности вакцины при ее повторном введении. Сегодня Якутия отмечает Национальный день здоровья. Праздник был установлен 15 марта 2000 года на первом форуме народов республики. Глава региона Айсан Николаев поздравляет всех якутян с национальным праздником. Оздоровление жителей республики – это самая главная задача, стоящая перед нами. Огромные ресурсы направлены на строительство объектов здравоохранения. Сегодня мы традиционно благодарим врачей и всех медицинских работников, которые, жертвуя своим временем, спасают жизни якутян. Айсан Николаев пожелал всем хорошего настроения, благополучия, удачи и, конечно же, крепкого здоровья. В Национальный день здоровья Якутии будет заложена новая ежегодная традиция. На якутской телебашне будет включаться иллюминация в честь новорожденных. Сегодня в прямом эфире телеканала «Якутия-24» в 21 час по якутскому времени подсветка примет красный или синий цвет в зависимости от пола ребенка. Отмечу, что первый ребенок родился сегодня в Хангаласском улусе. На 6 утра в республике родилось 6 детей. Правительство страны рассматривает вопросы о субсидированных перелетах из столицы республики. Об этом сообщил глава региона Айсан Николаев в ходе прямого эфира в соцсетях. Он отметил, что крайне несправедливо, что дополнительные субсидии на авиабилеты во время распределения получили не все крупные города, включая Якутск. Допущена большая ошибка со стороны Минтранса России. Сейчас началось активное рассмотрение этого вопроса. Глава также добавил, что правительство Якутии также активно работает над вопросом субсидированных авиаперелетов из Якутска. Классные руководители получат выплаты в первых числах марта. Об этом также сообщил глава республики. Известно, что в начале года во многих регионах страны были задержки по выплате денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам в связи с изменением в федеральных методиках доведения средств до регионов. Сейчас практически все районы республики заполняют новые соглашения, и в первых числах марта выплаты будут доведены до классных руководителей. Институт Якутнепроалмаз города Мирный в этом году отмечает 60-летие. Его создание было не только историческим, но и стратегически важным решением для отечественной алмазодобывающей отрасли. О деятельности института и его достижениях в сюжете Иванны Филипповой. Полок с архивами от пола до потолка Тамара Софьянникова не боится. Легко находит нужные документы. За 20 лет работы в Институте Якутнепроалмаз через ее руки прошли несколько сотен патентных документаций. Ее задача – помочь сотрудникам Алроса получить патент на изобретение, оформить как интеллектуальную собственность компании. Мы проводим так называемые патентные исследования, то есть мы проводим анализ технических решений, сравниваем их вот с этой базой нашей патентной документации, выявляем отличия и уже
вот на основании вот этих вот наших исследований компания получает вот такие красивые документы. Патенты Российской Федерации. За весь период существования сотрудники алмазной компании оформили порядка 600 патентов и свидетельств. Из них 450 приходится на долю Института Якутнепроалмаз. Главную научную площадку «Алроса» создали в 1961 году для решения основных проблем проектирования и строительства объектов алмазодобывающей промышленности. Специалисты института сделали огромное количество открытий, разработали и внедрили новые технологии. Любой объект алмазного региона создан при участии сотрудников Якутнепроалмаз. Об этом не раз упомянули во время торжественного мероприятия. С созданием института появились алмазные карьеры, обогатительные фабрики, гидротехнические сооружения, подземные рудники. За этот период работы научными работниками института были созданы принципиально новые технологии добычи и обогащения алмазов. Мы научились проектировать объекты на многолетних мерзлых грунтах в сложных климатических условиях. Сегодня достижения института получили широкое признание как в России, так и за рубежом. Якутнепроалмаз по праву считается кладовой инженерных идей. Мы с огромным удовольствием работаем с вами уже много десятков лет, рады тем, что наш институт постоянно развивается, приобретает новые навыки, новые компетенции. Сейчас вы уже вовсю начали заниматься не только поверхностными, но и подземными проектами. Ферит как лидер в области оптимизации подземных транспортных систем высоко ценит сотрудничество с вашими специалистами в совместных проектах. Желаем вашему коллективу успехов и достижения всех стратегических целей. Но главным достоинством института остается профессионализм людей, которые посвятили себя развитию отечественной алмазной промышленности. Это не только трудовой коллектив Якутнепроалмаза, но и ветераны. Они заложили фундаментальную базу научно-исследовательского и проектного института. Иванна Филиппова, Александр Еремин, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». В Якутске открылся городской форум молодежных инициатив «Твой старт». Его участники обсудили будущие тренды развития города и роль столицы в формировании будущего успешного человека. На открытии побывал исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев. Приветствуя участников форума, он отметил, что очень важно, чтобы каждый молодой человек смог реализовывать себя в жизни и нашел профессию. Ведь именно молодое поколение является стратегическим ресурсом общества. Средний возраст горожан на 36 лет. И поэтому город не должен быть представлен только в молодежной политике. Город должен стать открытым для молодежи. Основная задача нашего города должна быть направлена на то, чтобы наша молодежь, живущая здесь, могла реализовать себя. Город должен стать конкурентоспособным со всеми городами мира. Мы должны быть наравне с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, чтобы такая молодежь даже не думала уехать отсюда, а реализовывала свой творческий потенциал здесь, в городе. В столице региона продолжаются первенства республики по мини-футболу среди юношеских команд. Всего в турнире принимает участие 18 команд из районов и городов республики. Команды Якутска, Нерингри и Мирного показали наиболее высокие результаты. Так, среди юношей 2003 года рождения победу одержали мирнинцы. Они в финале выиграли у команды Нерингри со счетом 5-4 по итогам пенальти. А сегодня в финале поборются спортсмены 2007 года рождения. Команда у нас занимается этим составом с 3 класса, то есть 8 год, 8 лет. Ну, в этом году мы уже завершаем. У нас выступления завершаются. Ребята заканчивают общеобразовательную школу и будут поступать. Благодаря, конечно, финансированию компании «Алроса». Потому что вообще полностью они нас обеспечивают. Конечно, большое спасибо компании за это. И мы, но у нас футбольный всегда в Мирном спорт номер 1. Это футбол. Где есть чай, там под елью рай. Но какой же чай без самовара? Знает все об этом предмете быта житель Якутска, работник домофонной компании, по совместительству и самоварный доктор Айболит Игорь Кудрявцев. Он большой коллекционер и реставратор самоваров, всецело поглощенный своим увлечением. Ульяна Шагина подробнее.
Глядя на торжественно сверкающие пузачи, даже трудно представить, что когда-то в руки Игоря Кудрявцева они попали старыми, дырявыми и черными от угля и сажи. Видите, все счищается. Вот, допустим, кувшин, он тоже чистится до латуни. Колосник я меняю. Свое необычное хобби Игорь начал всего 6 лет назад и уже собрал серьезную коллекцию. Это более 100 самоваров разных годов и даже веков. Рюмки, кастрюльки, банки, шарики и фонарики. Формы у самоваров бывают самые разные. О каждом из них он может рассказывать часами. Самовар, форма шарик, ну или шар, был приобретен мною в Финляндии. То есть я списывался с человеком, который в Финляндии продавал этот самовар. Выпуск этого самовара, ну я думаю, конец 19-го, начало 20 века. Самоварная фабрика Берта Густавны Тейли. Кстати, в Якутии в основном распространены самовары именно этого тульского торгового дома имени Берты Густавны Тейли. Огромные, латунные, их производство было поставлено на поток фабрикой Тейли в 1870-х годах. Удивительно, спустя столько времени прикоснуться к истории, а ведь многие самовары до сих пор имеют следы тех времен. Вот эти приказчики, да, сделали договор, может быть, с местным губернатором или как. Ну вот в основном, вот, как сказать, если из большего количества самоваров приносят мне в реставрацию, то чаще всего Тейли. Но есть у Игоря и самовары других фабрик – Баташовых, Шимариных, кроме того, Захряпинские, Вятские, Тульские и Московские самовары. Чтобы найти утерянные детали на их реставрацию, мастеру приходится связываться с другими мастерами со всей России. Вот Саша в Армавире, он точит деревяшечки новые. Вот эти он мне деревяшечки выточил, чтобы я их смог поставить вот на эти ручки. Вот сюда вот. Но это только детали. Основную же работу приходится все же выполнять самому. Выровнять и выстучить смятые стенки, где-то подпилить, а где-то зашкурить. Работа кропотливая, но как приятно потом пить чай из сверкающего и чистого самовара. Кстати, подогреть воду в таком самоваре – отдельное искусство, а вдвойне приятно пить свежезаваренный чай. Мастер утверждает, что он не только вкусный, но и полезный. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, еще больше новостей на наших сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Берегите себя, носите маски, дезинфицируйте руки и не забывайте соблюдать социальную дистанцию. Увидимся в следующем эфире.